Гуга Стандершельд поселился в этом доме. Казенная усадьба начальников оружейного завода ижевцами называлась Генеральским домом. В подчинении Стандершельда находилось большое количество иностранных специалистов. В том числе его помощником был двоюродный брат Морис, а ствольной мастерской на заводе руководил родной брат Оскар. Считается, что именно в эти годы на здании появился балкон, с которого открывается прекрасный вид на Ижевский пруд, а некоторые полагают, что затейливый узор на балконе – нечто иное, как фамильный герб Стандершельда. Но это не точно. Пятилетний контракт сделал Гуга Стандершельда одним из самых известных производителей и поставщиков оружия в стране. В течение этого срока Гуга продолжил реформы, начатые прежними управляющими Биндерлингом и Нобелем. Он провел капитальный ремонт завода, обновил оборудование и технический персонал. Новый управляющий стал платить зарплату работникам регулярно, а не рассчитывался сдельно, как было прежде. Уникальные условия ижевских заводов позволили производить полный цикл отливки всех стальных деталей и сборки винтовок. Поэтому потребность в местной стали была настолько велика, что стоило позаботиться о расширении мощностей завода, усовершенствовании технических возможностей для улучшения и удешевления стали. В 1881 году на Ижевском заводе была устроена сварочно-прокатная мастерская. Появлялась возможность изготовления стали различных сортов. По своим характеристикам она ни в чем не уступала самым лучшим иностранным аналогам. В марте 1879 года военный совет запланировал Ижевскому заводу ежегодный выпуск не менее 80 тысяч малокалиберных винтовок Бердана. Финансовая стабильность предприятия позволила перейти от ручного к станочному производству винтовок. Технология изготовления деталей берданки постоянно совершенствовалась, что отражалось на качестве, свидетельство тому участие ижевцев на всевозможных выставках. Управляющий заводом щедро тратил средства на сближение местного офицерства и чиновничества с иностранными специалистами. Когда в поселке появилась идея о строительстве здания общественного клуба, то ее стоимость оценивалась в 12 тысяч рублей. В кассе на тот момент было всего около 2000. Сначала Стандершельд открыл кредит на всю недостающую сумму, а затем во время строительства здания полностью пожертвовал ее обществу. После окончания работ он выписал за свой счет из Казани лампы, люстру, мебель, организовал укладку паркетного пола в зале клуба и подарил художественно выполненный портрет императора Александра II. В марте 1880 года Гуга Стандершельд по просьбе ижевцев решил разбить сад у памятника великому князю Михаилу Павловичу напротив Александра Невского собора. Устроил среди служащих добровольную подписку и сам пожертвовал на благоустройство общественного сада значительную сумму. Для многих поколений ижевцев это было любимым местом прогулок и отдыха. Стандершельд поддержал инициативу прежнего управляющего об организации медицинской помощи ижевцам, пострадавшим от несчастных случаев на заводе. При заводе действовала аптека, обеспеченная медикаментами. Любой заводчанин, получивший на производстве увечья, во время лечения имел право на половину заработка. Помимо этого, семьи рабочих, умерших в результате травмы, обеспечивались материальной помощью. Управляющий постоянно входил в нужды населения поселка. По его приказу и за его средства для снабжения жителей Заречной волости устроили водопровод с чашами и хорошей ключевой водой. В заречной части города появилось 6 водоемов и 7 водохранилищ, примерно на 3000 ведер каждое. Позже на территории завода построили водонапорную башню, которая сохранилась по сей день. Еще в июле 1869 года по приказу великого князя Михаила Николаевича при Ижевском заводе открыли оружейную школу. Спустя несколько лет в поселке торжественно осветили ремесленную школу. При управляющем Стандершельде в нее стали принимать детей, чьи родители не были работниками завода. В 1884 году Гуга Стандершельд пожертвовал 1000 рублей на образование в Ижевске фонда для покупки муки и продажи ее в учрежденной им лавке. Значительную сумму он передал также на борьбу с возможными эпидемиями. В этом же году контракт с коммерческим арендатором закончился, и Гуга Стандершельд навсегда покинул Ижевский завод.
Расставаясь с Ижевском, он подарил на память вятскому губернатору охотничье двухствольное ружье, сделанное из металла ижевского производства.